Мемориальная доска в честь Артура Зайнуллина появилась на школе, где он учился. Почтить память пришли его родственники, местные жители, одноклассники, участники общественных организаций и руководство района. Склоняю голову. 26 марта Артуру Зайнуллину исполнилось бы 36 лет. У него остались супруга и двое дочерей. Артур был очень смелым, очень решительным, молодым человеком. Мы очень рано создали свою семью. В 19 лет мы уже поженились, в 20 у нас уже появилась первая дочь. Он был очень хорошим семьянином, всегда во всем был первым, никогда никому ни в чем не отказывал. До сих пор, даже после его смерти, мне говорят слова благодарности. В 2007 году Артур Зайнуллин после службы в армии переехал в Азнакаево, где работал в милиции. Затем была служба в Казани в отряде специального назначения Росгвардии. Спецназовец занимал должность начальника радиостанции взвода. За время службы 4 раза был в командировке в Чечне. Всегда приходил на помощь. Никогда никого в беде не бросал, старался всегда всем помочь. Артур Зайнуллин в июле 2022 года отправился в командировку в зону специальной военной операции. Погиб 1 октября в Харьковской области. Возле его машины упал снаряд. За воинские заслуги посмертно награжден орденом Мужества и Краповым беретом. Мы всем коллективом гордимся, что воспитали такого мужественного парня, который защищал нас и который погиб, защищая нас. И наши учащиеся тоже гордятся, что учатся в школе, где учился и воспитывался наш Артур Зайнуллин. Артур Зайнуллин был награжден медалями за службу в спецназе, участника боевых действий на Северном Кавказе, 15-летие отряда «Барс» и за отличие в службе. После митинга одноклассники Артура собрались в классе, где вместе учились, вспоминали школьные годы и каким был будущий герой. От школы супруги Артура Зайнуллина преподнесли платок с его именем. Дмитрий Айрин, Роза Ахмадеева, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Ютазинский район.